Добрый день, с вами Five O'Clock. Время поговорить о разном. С вами я, ведущая Поготова Гуля, а также Надежда и Елена. Сегодня тема, которая волнует большинство населения, особенно родителей, и особенно тех родителей, у кого дети первоклашки, будущие первоклашки. Итак, несколько ключевых тем для обсуждения. Я постараюсь зачитать. Образовательная реформа в Украине, косметический ремонт системы образования или революция? И станет ли она началом гибели традиционной системы образования? Дальше мы поговорим, какие нововведения ждут родители, первоклассников с начала уже этого учебного года. Сокращение количества школьных предметов принесет облегчение или снизит качество жизни? И закончим мы инновации в обучении, экстернат, домашнее обучение, альтернативные школы, плюсы, минусы, тенденции. Итак, начнем с реформы. Сегодня серьезная тема. Сегодня сложная тема и очень дискутабельная. Да, и школа это всегда очень близко к каждому из нас. Да, и мы учились в школе, наши дети идут в школу, постоянно что-то меняется. Ну, а знаете ли вы, что та система образования, по которой учились мы, и пока еще учатся наши дети, на самом деле существует с 17 века и придумана чешским педагогом. И по этой системе обучается большинство школ мира. И мы решили что-то поменять. Мы решили поменять, потому что во всем мире уже есть тенденция к изменению в системе образования. То есть мы вливаемся в тренд. Да, мы вливаемся в общий тренд. Но это же хорошо. Потому что те навыки и знания, которые получали раньше ученики, они были необходимы в первую очередь для некоего производства, знаете, вот некоего конвейера, когда нужно было заучить какое-то количество действий и выполнять строго по порядку. Да. А видим, что на сегодняшний день впереди технологии и инноваций. И тот набор знаний... Но по такой системе сейчас учатся 17 тысяч школ и 3,5 миллионов учеников. Только в Украине. Да. Только в Украине. Да, да. Но есть плюсы и минусы системы. Правильно? Какие же плюсы? Какие же плюсы? Системный характер обучения. Да. Согласны? Не поспоришь. Упорядоченная, логически выстроенная подача материала. Кто будет спорить? Организованность и предсказуемость. Оптимальные затраты на обучение и постоянное воздействие личности, то бишь учителя, который использует одновременно и мотивацию, и контроль. И, по сути, является авторитетом для конкретного ученика. Да. Больше никого там нет. Но при этом 5 минусов этого образования. Это, во-первых, шаблонность и однообразие. Но кто-то считает это плюсом. Ну окей. Да. Так. Второе. Фокус обучения на домашнем задании. То есть ребенок, основной фокус своего внимания, это надо делать. Ребенок, кроме того, что задание. учится в школе, он еще приходит домой и делает домашнее задание, еще учится дома. Да. Третье – это подавление инициативы ребенка. Да, вот есть стандарты, по которым нужно... Все придумано, ты сиди, слушай и впитывай. Да. Четвертое – низкая активность учеников, и физическая, и вербальная, да, и речевая. И пятое – это отсутствие такого индивидуального, персонифицированного подхода в обучении. Когда вот твоему ребенку как бы нужно именно это, да, у него такие таланты или такие потребности, что обучаться именно этим вопросам, именно этим предметом, но, к сожалению, наши школы не могут дать этого детям. Ну, ориентация на некоего среднего ученика, на средний уровень базы. Ну, известно, что перед тем, как стартовала реформа, наши педагоги посетили несколько стран, там, где уже с успехом либо стартовали реформы, либо активно развивается альтернативное обучение. Это в каких странах? Например, в Финляндии. О, отлично. Финляндия. Финляндия идет лидер в образовании. В авангарде изменений. Поэтому те изменения, о которых мы будем говорить, и реформа, которая стартует в 2018 году. Давайте вот смотрите, заявленная МОЗ реформа образования, которая стартовала в конце прошлого года и рассчитана на несколько этапов до 2030 года, друзья, 30 года. И это первые попытки сдвинуть с места закостенелый скелет неэффективной системы. Какие же, вот тезисно, да, основные тезисы реформы? Я позволю себе зачитать их. Умение говорить и выражать мысли на государственном и родном различных
языках. Слушайте, ну это очень важно. Это крайне важно. И на государственном, и на родном. Это очень важно. Владеть несколькими языками. Безусловно. Ну и знать государственный, быть грамотным. Но да, мы сейчас владеем родной. тоже украинским, русским. Как-то Равномерно. Это действительно да, как-то равномерно. Ні, ну зараз діти навчаються і вивчають українську мову, і навіть я звертаю увагу на те, що вони російською вже менше говорять, навіть якщо їх батьки розмовляють російською мовою. Але дітки в школі вивчають рідну мову. Да, и достаточно успешно, я хочу сказать. Но при этом сохраняется домашний язык. У кого-то он русский, у кого-то он крымско-татарский, у кого-то он еврейский и так далее. Польский. Ребенок должен понимать и разговаривать на одном из международных языков, чтобы принять ценность межкультурного общения. Ну, безусловно. Английский. Да, 21 век. Английский. Это язык общения международного, и он нужен и в бизнесе, и в искусстве, и в культуре. Безусловно. Математическая грамотность, которую можно применять не только на уроках математики, но и в жизни. То есть интегрировать математические знания. Ну, элементарная математика, может быть, я знаю. Деньги посчитать. Не просто деньги посчитать, кстати, посчитать налоги, как правильно заполнить декларацию, да? Это должно быть применимо в реальной жизни. Да. Нельзя с этим не согласиться, потому что это активно входит в нашу жизнь в виде, даже если ты частный предприниматель, все равно ты заполняешь налоговую декларацию, все равно ты ведешь какие-то подсчеты, не говоря уже о крупных предприятиях. Информационно-цифровая компетентность, которая предусматривает уверенное и одновременно критическое применение информационно-коммуникационных технологий для создания поиска, обработки, обмена информацией на работе, в общественном пространстве и личном общении. Это о гаджетах? Ужас. Ну, эпоха интернета. На самом деле сейчас эпоха интернета, и каждый должен знать и уметь, как найти ту или иную информацию, как пользоваться тем или иным гаджетом, какой доступ есть и какие Но мне кажется, возможности дети есть. уже без школы настолько активно это используют, что это вообще становится не детей надо учить, а детям надо предоставить такую возможность своих родителей. Ощущать себя в нормальном мире, удобном и понятном им. Кстати, современные дети, они настолько разбираются и хорошо могут использовать тот или иной гаджет, что, кажется, взрослый такое не умеет. Откуда ребенок так быстро выучил и знает, как этим пользоваться? Ну, потому что он не знает, что такое телефоны на шнуре. А он уже знает, и на кнопках. Или на кнопках, да. Дальше. Умение учиться на протяжении всей жизни. Способность к поиску новых знаний, приобретению новых навыков, организации учебного процесса. Это невероятно полезный навык, потому что, во-первых, мы вообще-то делаем всегда это по наитию, да? Мы постоянно, когда ищем информацию для усовершенствования своих компетенций в работе, мы не называем, что мы обучаемся, да? Но мы обучаемся, потому что мы ищем эту информацию. Я вас перебила, Надя, извините, пожалуйста. Да это все на самом деле об одном и том же. О чем? О том, что саморазвитие, да, возможно... В течение всей жизни это уже некая дисциплина, это уже некая привычка. Не ждать, когда кто-то кого-то будет чему-то обучать, а самому искать полезную, важную, нужную для себя информацию. Например, мне нужно сходить на курсы. Да, а почему бы и нет? Получить несколько образований. Так. И для этого сейчас есть все возможности. Вот предыдущий пункт как раз и говорил о том, что мир технологий подразумевает, что при правильном использовании гаджетов это не будет просто застревание в социальных сетях, а это действительно использовано с пользой для человека. Мне кажется, что здесь этот пункт регламентирует следующее, что ребенок должен понимать с самого детства, с самого начала учебы в школе, что это его постоянное состояние, что нельзя получить среднее образование, и на этом все закончится. Да? Вот я теперь умный. Или получить высшее образование, и на этом успокоиться. Да, у меня диплом с відзнакою, и все, я на этом закончил свое образование. Согласна. Ну, собственно говоря, не останавливаться на достигнутом. Не останавливаться на достигнутом.
Следующий пункт. Способность понимать произведение искусства, формировать собственные художественные вкусы, самостоятельно выражать идеи, опыт и чувства с помощью искусства. Это вообще элемент эмоционального интеллекта. И дети современности, к сожалению, лишены этой возможности в некоторых случаях, да, и это сейчас становится большой психологической проблемой, когда ребенок не идентифицирует эмоции, которые он считывает, да, у другого человека, и не может проанализировать и понять, что тот или иной предмет искусства значит, что он символизирует. И это уменьшает у человека впоследствии эмпатии, возможности сопереживать другому человеку и взаимодействовать вот по-человечески. Очень большое впечатление на меня произвели детские уроки в музее Д'Орсе в Париже. Интересно. Мы были на, как это сказать, на экскурсию зашли, да, посмотреть произведение искусства в Д'Орсе. И что мы видим? Маленькие детки. Ну, мне такое ощущение было, что они еще с детского сада. На самом деле они были, скорее всего, первоклассники. Они подходили, вместе с учителем, подходили к определенной картине, которую подводил учитель их. Они рассаживались сразу на полу. Какая прелесть. Да, они смотрели на эту картину, но они говорили по-французски, я ничего не понимала. И учитель им рассказывал о картине. Я так понимаю, о картине. Что там, кто там, где. А дети в это время не только рассматривали, они что-то набрасывали на своих вот... Это планшеты были? Нет, это не планшеты, это карандаши были. Это карандаши, мольбертики, можно сказать, да. Это на меня произвело очень большое впечатление. Я не хожу по музеям в Украине, может быть, и у нас такое есть, но было бы здорово, если бы у нас такое было, такое приобщение к искусству. Между прочим, вот пример, когда вы сами, не зная языка, да, вы прочувствовали и поняли, что говорил преподаватель деткам. Это ведь вот это об этом как раз на интуитивно-энергетическом уровне. Способность понимать произведение искусства или эмоции других людей. И этому будут обучать в школах. Потрясающе. Умение разумно и рационально пользоваться природными ресурсами, понимание и принятие ценности окружающей среды, способность, желание соблюдать здоровый образ жизни. Ну, это вообще сейчас очень серьезная тема в рамках экологических всех вопросов, да, когда учат ребенка с детства или человека с детства беречь природу, да, защищать природные ресурсы, бережно относиться к тому, что давайте понятным языком. Беречь природные ресурсы. Мы же слышали о том, что идет глобальное потепление, связанное с использованием фреонов. Да? Мы слышали о том, что тают ледники, и часть планеты Земля будут обезвожены, а часть, наоборот, наводнены. Мы знаем о том, что количество питьевой воды иссякает. Есть страны, в которые действительно для них проблема чистая вода, а есть страны, в которых открытый кран не считается чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому, если детям с самого детства будут прививать это бережное отношение к ресурсам, то не будет вот этого расточительного отношения, потому что запасы неиссякаемы. Но на самом деле иссякаемы. На самом деле мы уже сейчас ощущаем, что у нас питьевой воды все меньше и меньше. И мы не пьем воду из крана, мы пьем бутилированную. Но, кстати, нас в школе ведь не учили этому, что надо беречь, что питьевой воды будет меньше, да, что надо бережно относиться. Вот насколько я помню, у нас в школе об этом никогда не говорили. Ну, и мне кажется, что все-таки приучать детей с детства, есть мусорные разделение мусора, корзинки и так далее. Ведь в Киеве стало сейчас гораздо чище, но все равно заметно, когда некоторые, и я так думаю, что приезжие гости столицы с ближайших регионов нарушают эти правила. Нарушают эти правила. И я видела один сюжет в Ютубе, когда стояла, по-моему, это очередь на границе была, машины. И, значит, одна машина была с польскими номерами, вторая машина была с немецкими номерами, третья машина была с украинскими номерами, и четвертая машина опять была с немецкими номерами. Ну, видно, по очередности украинские номера были чуть дальше, чем немецкие номера, польские номера. И когда из украинской машины выкинули
мусорочек через окно. Ага. Да. Из немецкой? Да, из немецкой машины вышел человек и стал ругаться, и сделал замечание. Причем замечание, какое он сделал, друзья мои. Он сделал замечание, что мусорите будете в своей стране, в моей стране мусорить нельзя. По-хозяйски. Но вот откуда это? Да. Наверное, если честно, стыдно за соотечественников. Мы же сейчас говорим о наших школьниках, поэтому этому тоже будут учить. Нужно приучать с раннего детства. И я за соблюдать здоровый образ жизни. Ну, беречь здоровье действительно нужно с молоду. И об этом учить детей, безусловно. И правильному питанию, и физической нагрузки, и избегать вредных привычек. Да. Курить, пить? Ну, да. В том числе. Ну, так. Следующее. Умение генерировать новые идеи, инициативы и воплощать их в жизнь с целью повышения как собственного социального статуса, так и общественного. Кстати, в Кто-то бизнесе, расшифрует да, это. В бизнесе будущего или этого 21 века самыми эффективными будут считаться те сотрудники, которые обладают вот некой креативностью или творческим, нестандартным подходом в работе, да, что будет дифференцировать этого сотрудника или эту компанию от других. Поэтому это очень важный элемент, которому нужно учить детей с детства, да, быть творческими, иметь творческий подход, креативность, да, нестандартность, для того, чтобы выходить за рамки и шаблоны принятых каких-то стереотипов или правил. Да, у нас же инициатива всегда наказуема. Была до этого времени. Ну, до этого времени, да, я согласна. Но теперь, видите, будет все по-другому. Дальше. Умение наблюдать, анализировать, формулировать собственное мнение, собирать данные, проводить эксперименты и подводить итоги. Комплексный подход. Отлично. Умение наблюдать, анализировать, формулировать собственное мнение. Это что? Это умение придумать какой-то проект и воплотить его, реализовать абсолютно на всех этапах. А я считаю, что это и умение, да, понять, какая ситуация на сегодняшний день там, в компании или же на рынке, да, сделать выводы и предпринять определенные действия, которые приведут к тому, чтобы там ситуация сложилась благополучно. Да, такой дальновидный подход в будущее. Ну, это стратегический, развивать стратегическое мышление. Я бы хотела к этому пункту добавить, что детей начнут учить мечтать, но, по-моему, это был предыдущий пункт по креативности. Детей будут учить мечтать. Умение, следующий пункт, и он заключительный, завершающий, умение сотрудничать с другими людьми, предупреждать и решать конфликты. Искусство компромиссов. Этот пункт мне особенно нравится. Да, договариваться, Не договариваться. Елена, мне кажется, это не договариваться. Это означает, что ты должен слышать человека, который рядом с тобой. Ты не должен игнорировать его мнение. Его желание. Его ожидания. Его ожидания, совершенно верно. Реальный пример. Когда вы паркуетесь. Да. Блондинка особенно, когда паркуется, вообще проблема. Я не об этом. Когда вы паркуетесь, у вас же мысль какая? У нас же мысль какая? Окей, у нас мысль какая? Чтобы было свободное место. И мы никогда не задумываемся о том, что рядом с нами тоже паркуются. И тоже люди. Расстояние между дверьми. Можно ли выйти? А не заграждаем мы выезд кому-то. Проезд, проход и так далее. А вот эти вот наезды на пешеходную зону. Да, на пешеходные переходы. Но я бы это тоже отнесла к этому пункту. Уметь предупреждать и решать конфликты. Да? Умение сотрудничать с другими людьми. Но это тоже своеобразное сотрудничество с окружающими вокруг тебя. Ну, этот вопрос, который учит взаимодействовать в команде, да, в группе людей, а не быть волком-одиночкой, да, и единоличником.
То есть это такая групповая уже работа, групповая игра. И искусство компромиссов. Не кулаки вытаскивать, я сильнее, а договариваться. А все-таки находить решение, которое, может быть, не совсем тебе выгодно. Но с учетом интересов других людей. Интереса других людей. Ну и каких-то последствий. И последствий возможно, каких-то, да. да. Вот, чтобы прогностический подход. Я бы сказала, не только решение, которое тебе не выгодно, а оно не совсем, может быть, наименее выгодно тебе, но оно выгодно окружению. Поэтому сделать так, чтобы было комфортно и окружению. Такой великих людей. Да. Ну вот 12 лет есть для того, чтобы это реализовать. Нововведения, которые ждут нас уже в этом году. Какие же нововведения нас ждут в этом году? Это какие выбор новости? школы. Ой, слушайте, об этом я точно могу рассказать, как мама будущей первоклассницы. И это тема, которая действительно волнует всех, потому что выбор школы на самом деле сейчас очень даже ограничен. До 31 мая нужно подать заявление в школу, но не просто подать, а только в ту школу, которая относится адрес проживания родителей. Более того, изначально обещали, что на сайтах районов, школ, на сайтах Министерства образования и науки будет перечень школ, и это будет 2-3 школы, из числа которых родители могут выбрать. Так. А на самом деле реалии таковы, что, например, нам, знаете, предоставили выбор без выбора. То есть серьезные ограничения. Наш дом относится к конкретной школе в нашем районе. Да, она одна из тех, которые близлежащие, но мы точно не хотели бы именно в эту школу отдавать нашего ребенка. А почему? Есть на то несколько причин. В этой школе учился наш сын, нам есть чем сравнить. Есть опыт. Когда он поступал в школу, училось 1500 учеников. Когда он ее заканчивал, было менее 800. То есть родители, зная об этой школе чуть больше, категорически не хотели повести своих детей, потому что, например, в старших классах не было достаточного количества учителей по специализированным предметам. Мы, чтобы хорошо сдать ЗНО, чтобы поступить в вуз, 2 последних года наш старший сын постоянно посещал репетиторов для того, чтобы у него был необходимый уровень знаний. Следующий момент. Школа плюс репетиторство. Да, приходилось нам прибегать к услугам репетиторов. Следующий момент. Лучшие учителя из этой школы начали уходить. Связано ли это с какой-то психологической обстановкой в самой школе? Связано ли это с другими факторами, я не знаю, но факт остается фактом. Поэтому нам вот тоже пришлось воспользоваться второй возможностью, а именно до 31 мая подают заявление родители тех учеников в школу, которые находятся по месту проживания, по записи, то, что называется, и при этом нет абсолютно никаких экзаменов. Все остальные, если желают попасть в школу, им нужно пройти конкурс. И конкурс, как обычно, конкурс для первоклассников, как обычно, включает... А если не остается мест, то никаких Абсолютно конкурсов. верно. Есть еще одно ограничение уже с этого года, есть лимитированное количество учеников в классе. С одной стороны, это очень хорошо, правда? Да. Маленькие группы, да. Нововведение. Это, с одной стороны, это хорошо. Чем меньше количество детей в школе, в классе, тем качественнее донесение до них информации, которую должен учитель, и проверить их. Тоже, собственно говоря, и уделить внимание, индивидуальный подход каждому, да. Но есть другая сторона медали. Есть другая сторона медали, поэтому мы вот с волнением ждем 31 мая для того, чтобы понять, прошли ли мы конкурс. Я смеюсь, это конкурс скорее даже не ребенка, а родителей. Да. Потому что волнуемся в первую очередь мы, чтобы мы попали в ту школу, куда мы хотим. Хорошо, нововведение. Обучение на украинском языке. Да. Ну, мне кажется, что это уже было. Оно никуда не девалось. Ну дети же уже занимаются и выучают украинскую мову и предметы на украинском языке. Здесь, наверное, самое большое количество споров вызвал именно вот этот языковой аспект, потому что есть большое количество школ, в которых украинский преподавался только несколько раз в неделю, а обучение основным предметом было на языке либо меньшинств, либо того народа, на чьей территории проходило обучение. Сейчас это будет все нивелироваться. Постепенно. 12 лет школы.
Да, и наши шестилетки закончат школу в 18 лет. Но это как на Западе. Это как на Западе. Ну да, это гармонизировалось уже с европейским образованием. Там поменяется просто начальная школа 1-4, 5-9 средняя и высшая средняя школа, да? Как это Точно как на называется? Западе, Да, точно. с 9 по 11. Хорошо. Нам обещают, что вместо 22 предметов в школе будут изучать 9. Уменьшит количество Это интересно предметов. за счет Два того, раза. что их интегрируют. И, например, химия, астрономия, физика Сделают будут один предмет, объединят, и будет по типу человек и природа, биология, ботаника, человек и мир. Мгм. Алгебра и геометрия вернутся в математику. Математику. Мгм. Не будет этого разделения, Не а будет в общем. да. Это интересно. То есть Мне более кажется, фокусный подход. Да. А вот что мы скажем, вернее, что скажут нам об инновации в обучении? Дистанционно? А на самом деле на сегодняшний день нет особой разницы между тем, как дети обучаются. И очень развит экстернат, домашнее обучение. Не имеет значения, ребенок учится в альтернативной школе или обучается дома. Он просто приходит, время от времени сдает какие-то тесты Мгм. и подтверждает, независимо от того, по какой программе он движется, по традиционной или так называемой альтернативной. Ну, сейчас А это что в том это такое? А числе что относится. привлекает родителей в альтернативной форме обучения? Что нет оценок? Или что? ну, Или вот нет этот индивидуальный конспектов? подход, Нет и- чего? Маленькие классы, да, 10-12 человек, ребенок не так устает. Индивидуальный подход, когда действительно максимально преподаватель хочет раскрыть таланты ребенка. Подбор, насколько я слышала от родителей, которые выбрали не традиционную школу, а альтернативную. Мгм. Подход в выборе педагогов. Не обязательно... Родители могут сами выбирать педагога? Не родители могут выбирать педагога, а сама школа, когда выбирает, нанимает на работу педагога, Так. она не руководствуется в первую очередь наличием диплома педагогического. А высшем что образовании. является основным? Человек проходит психологические тесты, как он умеет находить общий язык С с детьми, как он вообще относится к жизни, да, Мгм. то есть так называемый, знаете, психологический портрет. Плюс, насколько он компетентен в конкретном вопросе, Мгм. насколько он умеет это донести. Как преподаватель. Как преподаватель. Но зато плата за обучение, друзья мои. Что вы скажете по поводу платы за обучение в можно. альтернативных школах? Да, можно загуглить. Я поинтересовалась на сайте. Так забиваешь Мгм. альтернативные школы. На примере Киева сейчас предлагается порядка 60 школ. И думаю, к новому учебному Мгм. году их будет больше. Обучение, то, что я нашла, это самое, знаете, интересно, что входит в эту сумму. 4500 гривен В месяц? В месяц. И на первый взгляд это много. 10 Ну, месяцев. достаточная сумма, да. Средняя цена, Для Елена, на самом деле от 7 тысяч стартует. То есть выше. Выше, а есть Почти еще в 2 школы. раза. А есть еще Ага. школы, которые еще в прошлом году брали 13 тысяч, а в этом году родителям сказали приготовиться, это будет 16 тысяч. Ну, действительно, сумма такая, что не каждый может себе позволить за год обучения отдать такие Да, деньги. такие деньги достаточно серьезные. Но Бюджет это, семейный но, пострадает. мне кажется, не надо путать с обычными платными школами. Альтернативные школы и обычная плата. А в чем, кстати, разница? А обычная платная школа – это школа, которая работает по традиционной программе, Обучение. утвержденной Министерством Министерством образования и С науки. оценками, с конспектами, Да. с домашними заданиями. Абсолютно Программе верно. про это, да. Просто дополнительно в платной школе предоставляются услуги, например, трехразовое питание. Так. Что удобно родителю? Он утром привез ребенка, и до позднего вечера, часов там, до 6, до 7, ребенок находится под присмотром. После школы выделено время для того, чтобы дети погуляли где-то активно, а после этого он либо делает домашние задания, либо посещает какие-то кружки, например, шахматы. Ну окей, хорошо. А вот у нас есть какие-то данные, какие-то примеры знакомых, родственников? Да. А детям нравится альтернативная школа? Или им нравится традиционная? Или им нравится вообще не учиться? Здесь, мне кажется, такой вопрос. Ну, во-первых, да, желание ребенка идти в школу Да. во многом определяет, в какую школу он ходит, там, в традиционную либо в альтернативную. Все равно решение за ребенка в первую очередь, мне кажется, принимает родитель. У меня знакомая, у которой дочь учится на Поздняках в школе «Триумф», безмерно довольна и
благодарна, ну, во-первых, самим педагогам, во-вторых, тем, как организован день ребенка. Ей нравится. Он наполнен разными абсолютно какими-то занятиями, и ребенок приходит довольный, счастливый, со сделанными домашними заданиями. То есть, приехав домой, ребенок... У него свободное время. У него свободное время, он не сидит до 9-10 вечера, там, не делает и родителю не надо сидеть с ребенком и учить вместе уроки. Да. И то, что касается альтернативной школы, ну, конечно, там же преподавание в игровой форме. То там есть математики обучаются, играя в игру «Монополия». Да вы что? А той же эмпатии, либо умению определять по его манере поведения игра «Мафия». Как вам такое? Не знаю. Логика, стратегическое мышление действительно через игру в шахматы и другие логические Но сейчас детям очень важно быть в интерактиве, да, не просто получать знания от учителя. Современные дети уже так не акцептируют информацию, а крайне важно взаимодействовать, да, поэтому игровая форма намного эффективнее. Это очень важно. Я вот сейчас тоже приведу пример. Это, к счастью, к сожалению, так получается. Это не из школьной программы. Это из программы детского сада. На примере своей младшей племянницы. Ее пытались, так сказать, приучить к детскому саду в течение 4 лет. Да, долгий период. Никак, вообще Ребенок никак. Не хотел. Это были слезы, это были срывы, это было что-то, нечто душераздирающее, скажем. Это такой стресс для родителей, для ребенка. Ее не мучили, конечно, ее там с бабушкой и так далее. Но вот получился период, когда просто не было выхода, нужно было, ну, хотя бы 3 месяца или там за год до школы определить ребенка в садик. У нее была первичная такая же реакция. Но постепенно она вот как-то адаптировалась, смирилась, интегрировалась потом. Какое же удивление было у папы, когда через 3 месяца он говорит: слушай, ну давай, сегодня вот пропустим. Нет, ребенок сказал: нет, папа, вставай, мне в садик пора. Вы представляете, вот что тянуло ребенка в этот садик? Самый обычный украинский садик. Наверное, то, что ими там занимаются. Это атмосфера, которая в этом садике. Да. И поэтому мне кажется, что все-таки родители готовы платить, как говорится, шалені. Да, гроші. Ну, коли є така можливість. Да. Так, за и хорошее традиционное обучение, и тем более альтернативное, платное обучение. Да. Почему же? Мне кажется, нужно подсуммировать, почему же. Какие плюсы? Да, какие же плюсы? Наверное, индивидуальный подход. Да. Что еще? Регулирование количества часов на предметы, которые считают важными. То есть фокусировка на тех предметах, которые дети, наверное, сами себе выбирают. Либо те предметы, которые сложнее даются детям, им нужно больше времени для объяснения. Да. То есть более гибкая программа. Так. За что еще готовы платить? За то, что появляется нетрадиционный метод обучения. Шахматы, мафия. Предметы тоже нетрадиционные. Ну, да, кстати. Обучение в игровой форме, как мы уже сказали, да, и обучение языкам, обучение языкам предполагает 90% общения. То есть в разговорной форме, общаясь друг с другом, изучают язык, они там, сделай это упражнение, да, послушай этот текст самостоятельно. То есть, конечно же, эффективность в виде общения намного выше, да, и ребенку это нравится, да. Поэтому понимаем, друзья мои, что все-таки реформа, она нужна. Конечно же, она не свершится за один день, как любая другая реформа, но что она нам открывает? Она открывает нам, как родителям, и нашим детям, и нашим, может быть, недалеком будущем внукам да, появляется выбор. Выбор и у родителей, выбор и у детей. И почему? И что, собственно говоря, дает это нам? Это дает возможность развития тех компетенций у наших детей, которые в будущем им настолько пригодятся, чтобы реализовать все свои мечты и таланты. Поэтому будьте заботливы к себе и внимательны к другим.